Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной сегодня в студии «Персонально ваш» председатель Совета директоров акционерного общества «Башинформ» Ростислав Мурзаголов. Здравствуйте, Ростислав. Всем привет. Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете присылать нашему гостю вопросы по номеру для СМС-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram +7 927 304 10 51. При этом, пожалуйста, не забывайте подписываться. Первый вопрос, Ростислав, будет такой. Мы с вами вот встретились, получается, всего раз с тех пор, как вы вернулись в республику. Это было осенью. Сегодня обнаружил 2012 года материал и ваша фраза: «Переезжать в Уфу не собираюсь, не хочу в третий раз сесть в одну лужу». Вот уже почти 5 месяцев, как вы в Уфе. Вот на этом этапе вам уже не показалось, что действительно работать в республике — это действительно садиться в лужу? Нежданчик такой, да, ты заготовил? Нет, если я бы сел в лужу, если бы я приехал с каким-то из руководителей, кто был бы мне непонятен, с кого бы я не знал, и не знал, чего от него ждать, как это было бывало у меня в биографии как бы несколько раз есть, но с тех пор я зарекся так делать, потому что я уж лучше нигде не буду работать, а буду стрингерить или буду заниматься своими делами, или консультировать просто какого-нибудь олигарха, чем ехать куда-то или идти на какую-то работу с человеком, которому я искренне не буду, да, можно сказать, даже служить, почему нет. Угу. Потому что здесь вот то, что делает шеф, я полностью одобряю и разделяю. Нет, есть, конечно, какие-то вещи, которые мы часто спорим. Что я как бы в нашей команде записной либерал, а он часто говорит, что, вот, собственно, ты с этим давай заканчивай. Ну, так, шутя, конечно. Вот, и, наверное, это тоже неплохо, что есть как бы какие-то разные мнения. Но, в общем, если говорить о том, что он делает для людей, я очень рад тому, что я этому делу служу. То есть с удовольствием это делаю, это не в лужу сесть. То есть в 2012 году это имело отношение, по сути, к Хамитову Рустаму? Да, я не пошел бы работать в его команду еще раз, я об этом говорил и говорил, почему, собственно. Поэтому я к нему как к человеку с уважением отношусь, но как к президенту республики, отмотая все назад, я бы не пошел работать в 2010. Ну, между тем, не все так просто, да, критикуют вас в том числе. Вот, например, в наших эфирах довольно часто бывает там политолог Дмитрий Михаличенко, общественный деятель Азамат Галин, не говоря уже там о таких оппозиционерах записных, как Айрат Дильмухаметов или Лилия Чанышева. Прежде всего критикуют вас лично там за информационную политику в республике, да. Например, за то, что там БСТ вновь стал рупором пропаганды, кто-то говорит. Кто-то говорит, неумело ведется работа с общественным мнением, там вместо профессионалов прибегают к услугам обычных блогеров с ограниченным кругом влияния и иногда сомнительной репутацией. Даже Ради Хабиров на прошлой неделе, по-моему, это было, на оперативном совещании вас упрекнул, что вы плохо информируете о программе ремонта подъездов, по-моему, так, да, ситуация была? Вот что вы можете ответить всем этим людям, которые критикуют вот лично вас? Можно я сначала отвечу Ради Фаридовича? Потому что действительно это все-таки, во-первых, ближе всего по времени сейчас прозвучал к текущему моменту. Смотрите, по поводу ремонта подъездов, действительно, мы сами потом делали несколько опросов, там получилось так, что информированность населения в городах республики где-то от половины до 2/3. Так много? Да, на самом деле очень большая информированность. То есть про эту программу знают очень многие. А другое дело, что здесь действительно мы не доработали, я имею в виду информационный блок, не доработал. У нас действительно не все люди поверили в то, что с ними посоветуются, когда будут принимать эти программы, потому что это все многие пропустили мимо ушей, и в вопросах, когда у них спросили, а вы знаете, что вот вы должны принимать ремонт подъездов, и вообще-то как бы и планы по его ремонту подъездов, чиновники пропустили мимо ушей? Нет, люди пропустили. Ага. Чиновники-то вроде как приняли все и обещали все это провести, и кто-то сделал, кто-то не сделал. Вот. А удивительно, что многие люди, вот, судя по опросам, в это просто не поверили, потому что с ними никогда не советовались, подписывали все за них, там, как бы, да, хотя процедура-то существовала всегда, на самом деле, в ЖКХ. Вот уже последние лет 10 я сам когда-то занимался продвижением этой реформы, как нанятый специалист. Но удивительно, что так, в общем-то, люди, грубо говоря, и не считают, что действительно с ними кто-то серьезно может посоветоваться. Но здесь просто подход у Радия Хабирова вот такой, он его в Красногорске обкатал, он сработал на ровно 100%, когда он там тоже инвестировал хорошие средства в ЖКХ. Действительно, на полном серьезе люди с советами, домкомами
подписывали эти, у кого по-разному всех называется, ТСЖ, подписывали ведомости строительные, подписывали эти, как это называется, процентовки, вот это вот все, и принимали или не принимали ремонты, и, собственно, изначально планы по этим самым ремонтам. Это очень хорошо работало, когда так и завернули несколько платежей. Просто чиновники поняли, что их бизнес понял, что схалтурить не получится, что делать надо качественно, за небольшие деньги, и делать там, где это нужно, а не там, где... Поэтому... Ну, это нормально, когда критикуют. Мы, в общем-то, стараемся работать лучше после этого. А что касается критики от чуть выше озвученных людей, ну, я, собственно, спокойно вообще к критике отношусь. То есть, ну, когда у кого-то есть какие-то мнения, связанные с тем, что люди просто не согласны с подходами, это совершенно нормальная ситуация. Другое дело, что мне не нравится, когда кто-то приходит и говорит: дай мне, пожалуйста, миллион. Ты ему говоришь: ну, во-первых, у меня нет миллиона. Вот, а во-вторых, как бы, а, собственно, за что? Ну, как вы, я же вот известный политолог, вот, и ну, я заслуживаю этого миллиона. Ты говоришь: блин, здорово, конечно, но вот, а почему я вот это вот, вы считаете это нормальным? Ну, вот тут всегда так было, говорит тебе политолог. Говоришь: ну, вот, и, собственно, если это критерий ругать власть или не ругать, ну, тогда ругайте. Вот, на самом деле неплохо, когда есть... люди, которые власть ругают, потому что рейтинг Ради Фаритовича, к сожалению или к счастью, к чему-то, он подпирает потолок собой, и, честно говоря, это рейтинг один из самых высоких в стране, вот, и раз все это время его кто-то критикует, то, видимо, эта критика тоже, в общем-то, играет свою роль, на самом деле, в этом процессе, потому что, вы знаете, опереться можно на то, что сопротивляется, и... Если бы не было тех, кто критиковал, наверное, Ради Фаритович бы что-то не знал, как правильно делать. Поэтому пусть критикуют, это нормальная ситуация. Слушайте, ну тут прозвучали фамилии политолога Дмитрия Михаличенко, Азамата Галина, предпринимателя, общественного деятеля, и руководителя штаба Навального Лилии Чанышевой. Вы о ком-то из них говорите по поводу вот миллиона рублей? Ну, вы знаете, я же, наверное, не буду называть конкретные фамилии, это же некрасиво. Ну, потому что это нужно будет доказывать в суде. Я последнее, что в жизни собираюсь делать, это судиться с кем-то из вышеозвученных людей. Я, кстати, примерно... половине из вышеозвученных людей, даже, наверное, к 3/4 вышеозвученных людей отношусь с искренним и глубоким уважением. А на одного из них даже ссылаюсь в своей кандидатской диссертации. Поэтому, ну, в общем-то, больших проблем с ними ни с кем нет. Другое дело, что, знаете, я еще очень не разделяю и не понимаю, не считаю, что это правильно, будучи на самом деле либералом, когда даже исходя из каких-то хороших соображений, там условный либерал Иван Петров говорит про условного губернатора там, Петра Иванова, что Петр Иванов вор, он коррупционер, его много раз ловили на коррупции, например. Когда это неправда, ни первое, ни второе, ни третье, и это нигде никогда никем не было доказано. То есть, подождите, что мы считаем, что если мы либералы, то мы имеем право безо всяких решений суда, безо всяких приговоров, безо всяких... Слушайте, за одним вот губернатором, который тут недалеко сейчас сидит, да, в здании и работает, бегала вся полиция Республики Башкортостан несколько лет. Был бы он коррупционером, наверное, быстро бы все это отловили, да? То есть, и, собственно, слушайте, если вы считаете, что кто-то коррупционер, ну, докажите это, да? То есть, ну, хотя бы докажите так, как это делают некоторые общественные деятели, я уж не буду там имена называть, но какие-то документы где-то находят. А когда просто кто-то говорит, что нет, вот он очень плохой, потому что я вот так считаю, ну, простите, пожалуйста, а вот ты кто такой? А почему вы не считаете нужным все-таки вот эту информацию, да, которую озвучиваете по поводу миллионов, все-таки вынести на общественное обсуждение и, возможно, доказать в суде? Я не собираюсь никому делать паблисити, это первое. Второе, ну, знаете, для того, чтобы это все доказать в суде, нужно было, наверное, проводить целую полицейскую операцию, там какие-нибудь делать контрольные закупки там, и так далее. Вы знаете, это последнее, чем мне в жизни хочется заниматься. Потому что, ну, еще раз говорю, начнем с того, что я начал. Да? Изначально критика, любой негатив, она очень нужна. Потому что вот мнение как бы в итоге людей о любой власти, о любом вообще институте, ну, складывается из как бы позитива и негатива. А человек, который находится между там, огней, находится над схваткой, да, или просто как бы как наблюдатель на все смотрит, он смотрит на тот позитив, который есть, он смотрит на негатив, который есть, и делает выводы. Если у нас был бы сплошной елей, как во времена там, 2 губернатора назад, да, в Башкирии,
Но тогда бы ведь тоже люди в это не верили, да, ведь был сплошной елей, да, а рейтинг ведь не был 100%. А сейчас на БСТ разве не это? Вот в этом же вас тоже обвиняют, что БСТ стала похожа на то самое. Во-первых, я не провожу никакой цензуры БСТ. Я ни разу в жизни не сказал, вы вот это снимите, это покажите, а может, это не может, они сами впереди паровоза бегут, может, надо обратить внимание. Смотрите, еще раз. Вы никогда не найдете ни одного сотрудника БСТ, которому я бы дал команду или указание что-то делать так, а не иначе. А другое дело, что да, я просил и я настаивал на том, что все-таки вещание, конечно, должно быть более информационным, потому что, слушайте, люди, налогоплательщики платят не для того, чтобы там им показали что-то не заслуживающее внимания, у которого очень низкий рейтинг и так далее. То есть люди сейчас хотят слышать новости, они хотят знать, что происходит, они хотят понимать, что власть или делает, или не делает для них. Соответственно, вот у нас есть Но они также хотят альтернативные мнения слышать. Пожалуйста, я же совершенно не возражаю против альтернативных мнений. Я еще раз говорю, никакой цензуры у нас не было и нет. И то, что касается БСТ, не знаю, наоборот, мне многие говорят, что интересный канал становится, что он становится более динамичным, что там больше информации, что там стало намного больше, вообще-то, например, разных людей в эфире, которых раньше туда по каким-то причинам не приглашали. То есть, когда у меня начали спрашивать, а можно приглашать вот этого, я спрашиваю, а почему вы меня спрашиваете? Я не вижу никакой проблемы с этим. Собственно, у вас есть редакционная политика, занимайтесь этим сами. Альберт спрашивает по поводу рейтингов. Так, секунду, куда исчез вопрос? А какой рейтинг у Хабирова и кто проводил опрос? Вот вы цифры назвали, что он подпирает потолок? Точнее, не назвали. Я не буду называть эти цифры. Действительно, рейтинг очень высокий. Опросы проводит исключительно компетентная, пожалуй, самая компетентная в стране организация. Проводит его собственными силами без нашего участия. Собственно, нас уже информируют на выходе об этом. И я не сказал бы, что мы были удивлены этим цифрам, потому что, мне, например, было понятно просто даже по общению с людьми, да, у меня очень широкий круг общения, и там далеко не только министры и вице-премьеры в этом кругу, а много самых-самых разных людей. Я просто вижу их отношения, реакцию на конкретные дела. И сейчас я просто, например, скажу, что вот он такой, и вот замерила вот эта организация. И, наверное, может быть, этим кто-то расхолодится, кто-то скажет, что раз уже так, то работать не надо. Мои сотрудники скажут, что уже раз такой высокий рейтинг, то не будем таки информировать про подъезды. Нет, и будете информировать, надо информировать. Так что пусть все работают. В общем, понятно. А с какой целью «Единая Россия» планирует проводить праймерис? Это же, по сути, имитация получается. Знаете, я, честно говоря, не занимаюсь «Единой Россией», не слежу за ней. Я занимаюсь Башинформом, и что там делают в «Единой России», я не очень знаю. У них есть какие-то свои процедуры. Весной будет праймерис, где они выберут кандидата на должность главы республики. Пусть выбирают. Не знаю, отношение ваше к этому какое? И отношение к этому такое, что, знаете, я к «Единой России» отношусь так, как я к ней отношусь, и многие знают как. А другое дело, что лично, например, к Рустему Ахмадинуру я отношусь с глубоким уважением, потому что человек исключительно порядочный, и человек, который... знаете, мало я вижу чиновников в стране или функционеров партийных, которые искренне голову тебе выклюют все, но заставят тебя сделать что-то хорошее просто для людей. Они все время носятся с какими-то проектами и искренне мотивированы на то, чтобы их успешно реализовать. И эти проекты, сейчас они бегают, ищут машины для того, чтобы детей с особенными нуждами вывести на мероприятие. То есть, оказывается, многие не могут выйти, потому что тут они вчера носились с каким-то сбором, чего-то еще. Тут Рустем в Красногорске замучил всех водить по лесам, собирать грязь. Тут они деревья сажали, тут они траву косили, тут они... собственно, к этому человеку я отношусь хорошо, и значит, он партийное отделение, я думаю, что у нас сделает соответствующим. Поэтому процедуры пусть они проводят, я думаю, что это, наверное, так надо. А то, что касается, собственно, самих партий в России, такие партии, какие они есть. Собственно, а кто мешает людям избрать, если партии не нравятся, другие партии? Пожалуйста, идите на выборы, голосуйте. Да, это отдельная история. У нас красной нитью вообще в последнее время проходит история в Сибае. Одно из первых событий, которое произошло, это как Ради Хабиров эмоционально отреагировал на одного из жителей, который заговорил о митинге. Я не знаю, насколько это его внутренняя позиция, да, но она соответствует, в общем, федеральному тренду о том, что допускать выступления граждан нежелательно, да, митинги разрешать и так далее. Правильно ли я понимаю, что получается, что Ради Хабиров больше отвечает все-таки перед президентом Путиным, а не перед жителями? Да нет, запрещая собственно, нет. Во-первых, Ради Хабиров ничего не запрещает. Во-вторых... уже очень эмоционально он там был. Ради Хабиров вообще эмоциональный человек, за это его люди и любят. На самом деле, по нему всегда видно, как он к чему относится. Разве это
плохо, по-моему, это здорово. Искренний человек во главе огромной 4-миллионной системы, по-моему, это круто. Вот. И смотрите, по поводу себя и конкретно тех там ситуаций, которые кто-то пытается изобразить вот как какой-то негатив для нашего руководителя республики. Я на самом деле считаю, что он был в этих своих эмоциях вполне себе объясним и прав даже, поскольку, знаете, мы ведь проблемой Сибая заниматься начали еще в ноябре. Мы проводили вот эти первые собрания с руководством предприятий, с руководством города. Мы говорили, что, ребята, у вас там нехорошо, займитесь, сделайте вот это, сделайте вот это. А мы начали работать с людьми, мы начали им объяснять, что происходит вот это, вот это, вот это. Что, смотрите, не беспокойтесь, что если состояние здоровья, оно от этого будет зависеть вот настолько и настолько, а не вот так, как, может быть, это вот может кому-то показаться. То есть эта вся работа делалась. Если вы поедете в Сибай и поговорите с людьми, то люди все это видят и знают. И действительно неправильно и нехорошо, когда кто-то приезжает туда, например, кто-то, условно говоря, кому Ради Фаритович, например, не позволил стать, как он планировал, олигархом вот сегодня, вот за счет большого количества людей. Вот. И приезжает этот человек туда, нанимает нескольких людей и говорит им: так, давайте-ка так, вы выходите и говорите, что у вас там пена изо рта, вы выходите и говорите, что у вас вырос горб из-за серы, а вы выходите и говорите, что у меня из-за серы там язвы по всему телу. Вот, знаете, мне тоже это не нравится. И, собственно, Ради Фаритович вот поэтому так и реагирует, потому что он для людей сделал очень много, он туда 100 раз приехал, он реально контролирует это с утра до вечера, он понимает, что это ненормально, когда выходишь из дома и вонь. И он делает максимум возможного для того, чтобы этого не было. Что реакция пошла только после обращения к Путину. Все-таки неважно, кто это обращение придумал и организовал. Руслан, это такая ерунда, то, что вы говорите. На самом деле реакция до обращения Путина и после, она же была, там делалось-то ровно все одно и то же. То есть, собственно, то, что изначально начал УГМК делать, там, собственно, это было результатом наших совместных с ними совещаний. Потому что, не знаю, может быть, они думали, что попахнет и перестанет, но... То есть претензии к УГМК есть? Они, конечно, вначале могли бы быть активнее. То есть, если бы, например, сразу бы началось затопление, то сейчас бы мы были не на 44-м метре, наверное, а на 144-м. Вот. Это, конечно, было неправильно. Но, с другой стороны, они тоже же пользовались какой-то экспертизой. Сначала своей внутренней экспертизой, сибайских специалистов, которые утверждали, что это заиловывание представить такую ситуацию при Муртазе Рахимове 15 лет назад, что вот так вот он, если бы он также кулаком по столу стукнул, могли бы не послушаться, затянуть резину, да, как бы и решать проблему так Вы знаете, долго. очень часто именно так и происходило. То есть Муртаза Губайдулович человек, конечно, суровый, но, знаете, наоборот, проблема-то Муртазы Губайдуловича была в том, что Ради Фаритович у нас связан пуповиной с каждым из 4 миллионов жителей республики. В этом его огромная, так сказать, такая правильная черта, потому что сейчас любой чиновник или коммерсант, который вот что-то делает, что сказывается на жизни людей, он прекрасно знает, что обмануть его не получится. Потому что, в отличие от Муртазы Губайдуловича, который был связан только вот с теми людьми, с которыми он проводил свое внутреннее совещание по понедельникам в 14:00, и больше ни с кем вообще. Вот. А здесь, в общем-то, как бы вот она прямая связь со всеми. Нет, у Муртазы Губайдуловича был определенный круг общения свой тоже, выходящий за пределы этих людей. То есть, условно говоря, когда мы действительно приезжали в какой-то район, я часто видел ситуацию, когда к нему подходил, условно, какой-нибудь кураист из местного дома культуры. Но там изначально вот общение выстроено было так, что я много раз видел такие ситуации, когда к нему подходил какой-нибудь кураист из какого-нибудь дома культуры в каком-нибудь Бураевском районе, но этот кураист никогда не говорил ему о проблемах. Это было не принято просто. А Хабиров, наоборот, всем говорит: вот, идите, расскажите, что не так, я все здесь, я все поправлю. Об уровне полномочий. Все-таки у него-то их было больше. Полномочий, знаете, эта же ситуация меняется, страна меняется, поэтому их столько, сколько есть, но, в принципе, я бы не сказал, что эффективность от этого сильно изменилась вот сейчас и 15 лет назад, потому что это же еще вопрос не только полномочий, но и желания. Когда он говорит там главам, что не надо говорить мне, что это не мои полномочия и не заниматься чем-то, бегите и занимайтесь, уговаривайте, пойте, пляшите, да, например, собственно, вот он же ровно это часто и делает, то есть, уговаривает, кого-то ругает, где-то давит психологически на каких-то чиновников, которые, может быть, могли бы действительно ответить, что не ваши полномочия, не мои полномочия, отстаньте.
но они могут и делают, и что-то происходит, это же хорошо. Вот по поводу действий Сибая в ноябре радиослушатель спрашивает, как же велась работа уже в ноябре, если суд в итоге признал, что мэрия Сибая ничего не делала, обвинили их в бездействии? Смотрите, первое, это решение опротестовано, и я далеко не уверен, что оно устоит, потому что я могу со своей стороны, я отвечаю за это, да, я много раз говорил еще с ноября, начиная с главой Сибая, о том, что ему нужно активнее рассказывать людям, что происходит. Но на все это они говорили так: что вы так переживаете, мы тут сейчас уже через неделю все погасим, а сейчас мы будем людей баламутить. То есть, в принципе, эта позиция была, конечно, неправильной. С этой стороны я готов согласиться, что... но то, что они ничего не делали, это неправда, потому что я видел своими глазами, как они ежедневно и выезжали, и собирались, и технику таскали туда, и направляли эту иловую смесь, которой в итоге не хватило, чтобы эту проблему решить. И в какой-то момент это стало понятно, когда пригласили экспертов, в том числе из других городов. Что ж, мы должны прерваться на новости. После этого вернемся в студию с Ростиславом Мурзаголовым. Не уходите, оставайтесь с нами. В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день, новости. В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова. Сегодня 4-я годовщина со дня убийства политика. Соратники Немцова проведут памятное мероприятие и в Москве, рассказала «Эхо» член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Как все эти годы, вечером, во время, когда его убили, начиная где-то с 23-30, люди придут на мост вспомнить о нем. Также сегодня в Сахаровском музее закрытие выставки, на которой будет показан фильм Владимира Карамурзы-младшего «Немцов». Это состоится в 17 часов. Но еще, конечно же, сегодня многие люди, в том числе и мои соратники, поедут на кладбище. По обвинению в убийстве Бориса Немцова осуждены 5 выходцев из Чечни. Заказчики и организаторы преступления до сих пор не найдены. Полиция Швеции задержала подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности. Полицейские считают, что он был завербован агентом российской разведки, который работает под дипломатическим прикрытием. Предполагаемый шпион был задержан в центре Стокгольма вчера вечером. Его имя и возраст не называются. Утверждается, что он работал в индустрии высоких технологий с информацией, которая представляет интерес для разведдеятельности иностранных государств. В Кремле отказались комментировать информацию о задержании шпиона. Это вопрос к МИДу, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. ВВС Пакистана сбили 2 индийских военных самолета. Это произошло в пакистанском воздушном пространстве в районе Кашмира, сообщил официальный представитель пакистанской армии Асиф Гафур. Ранее Индия объявила, что нанесен удар по лагерю боевиков на территории Пакистана. Группировка, к которой они принадлежат, взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире 14 февраля. Тогда погибли не менее 40 индийских полицейских. Пакистан подтвердил, что индийские самолеты нарушили воздушное пространство страны, но отрицают, что террористы понесли многочисленные потери и что Индия сбила пакистанские истребители F-16. Из-за последних событий воздушное пространство на севере Индии в Пакистане временно закрыто. Из соображений безопасности российские авиакомпании перенаправляют рейсы через Туркмению и Иран, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний. Группа «Каска», занявшая 3-е место в национальном отборе Украины на Евровидении, отказалась от участия в конкурсе. Как отмечается в заявлении группы, музыкантам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей, а не сеять раздор. Исполнители готовы поехать на конкурс в следующем году, если пройдут отбор. В московской школе номер 67 произошла массовая драка третьеклассников. По информации РИА, пострадали 4 детей. 3 девочки госпитализированы с ушибами живота и сотрясением мозга. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Это сейчас выясняют следователи. В Москве сейчас минус 3 градуса. В ближайшие сутки облачные небольшие осадки. Ночью минус 3, минус 5. Завтра днем 0, плюс 2. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». – 28 февраля вместе с гостем «Эхо Москвы» в Уфе, директором студии групповых тренировок GetBet Айратом Гильмановым обсудим фитнес-тренды 2019 года. Слушайте эфир в четверг в 8:45.
Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на Эхе Москвы в Уфе. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Кухня. Ашхау бульмехе. Молочная кухня. Хютлü ашхау бульмехе. Молочная кухня. Хютлü ашхау бульмехе. Радий Хабиров попросил совета мамочек по поводу молочных кухонь. Радий Хабиров әсәйдәрдән хüтлü ашхау бүлмәләре буенча кәңәш сораган. Радий Хабиров попросил совета мамочек по поводу молочных кухонь. Радий Хабиров әсәйдәрдән хüтлü ашхау бүлмәләре буенча кәңәш сораган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на Эхе Москвы в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной Ростислав Мурзагулов. И номер для смс-сообщения, куда вы можете присылать вопросы, +7 927 304 10 51. Прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе запущена. По поводу полномочий, да, и разницы между полномочиями нынешнего главы региона и, соответственно, тем, что было раньше при Рахимове. Вот Дмитрий Михаличенко говорит, что на сегодняшний день на шахматной доске глава региона — это в лучшем случае пешка. И, в общем, он говорит о том, что Хабиров пытался встретиться с одним из собственников УГМК Махмудовым, но эта встреча не состоялась. Как можете прокомментировать? Ну, вы знаете, я, конечно, могу порадоваться за кого-то, у кого есть такие обширные познания в том, что он может сосканировать даже желание с подкорки руководителя одного из ключевых регионов страны. Знаете, я, например, так не могу, к сожалению, делать, и поэтому не знаю, было ли такое желание у Ради Фаритовича. Вот. А на самом деле это какое-то довольно странное утверждение, потому что я пока как бы не видел, чтобы кто-то отказывался встречаться. Напротив, все приезжают и все разговаривают, и сейчас они, по-моему, с одним из учредителей как раз Ну, это директор, УГМК топ-менеджер. находится, нет, по-моему, он там и совладелец тоже, вот, находится в Сибае, вот, и, вы знаете, внимание к республике сейчас очень большое, и с самого-самого высокого уровня и политики, и бизнеса, и поэтому назвать человека, который это все внимание привлек, так как назвал в этом утверждении Дмитрий, я думаю, что это абсолютно некорректно. И он прекрасно это знает. Просто вот он почему-то вот как-то вот тоже выбрал себе такую манеру поведения, такое несколько вызывающее. Ну, окей, я еще раз говорю, это никого не беспокоит. Есть это, так есть. А другое дело, что это утверждение, конечно, в корне неверно. Угу. Ну, если уж говорить действительно про бизнес, про инвестиции в республику, вот на портале «Правда ПФО», точнее, вышел материал Андрея Иванова, где он критически довольно-таки тоже отозвался о том, что происходит. Там конкретно была такая фраза, что типа Ради Хабиров повторно подписал инвестсоглашения в Сочи, которые уже якобы были подписаны его предшественником. Ну, типа, и задается вопросом, зачем это было. Ну, это как бы первая часть вопроса, да, и вторая часть. Также Андрей Иванов сообщил, что после выхода этого материала на сайте его забанили все аккаунты Радия Хабирова во всех соцсетях. Соответственно, это второй вопрос, насколько это возможно. Это очень хороший вопрос, Руслан. У меня есть очень короткий ответ. Ответ готов, как говорили в игре «Что, где, когда». Я не кормлю троллей. Бинго. Потрясающе. Так, значит, следующий вопрос от нашего радиослушателя. Сейчас, секунду, открою. Рутений Забиров подписывается, наш радиослушатель, и спрашивает, кто автор баннеров про героев, вывешенных в Уфе? Не могли фото получше сделать? Валиди звезду Героя Башкирии дадут? Второй вопрос. Кто автор этих полотен, видимо, я не знаю.
Я знаю, что были похожие в Красногорске, и, ну, не знаю, может быть, они ему и не нравятся, но вообще и в Красногорске, и здесь приходит очень-очень много позитивных откликов на вот подобные вещи, потому что на самом деле Ради Хабиров прав в одном. Когда мы празднуем там 9 мая или 23 февраля, почему-то как бы многие к этому относятся как к какому-то поводу для пьянки или для там, того, чтобы подарить носки мужу, но на самом-то деле ведь за всеми этими праздниками есть и кровь, и пот там, да, людей каких-то, которые там и страну защищали, и подвиги совершали, поэтому, собственно, ровно это и происходит. И есть очень много людей, которые относятся к этому вот именно так, и которых вот как раз-таки раздражало то, что люди к этому относятся как к какому-то поводу напиться. Поэтому, в общем-то, эта компания, она, я считаю, в этом смысле себя вполне себе оправдывает. И то, что людям разным нравятся разные дизайны, это тоже нормально. Угу. Индира пишет следующее. Будучи главой совета директоров Башинформа, говорите про пуповину с каждым из 4 миллионов жителей, простократное посещение Сибая в Рио и боитесь назвать фамилию того, кто делает достоверные коррупционные расследования, утверждает радиослушательница. Я не понял вопроса и, честно говоря, не планирую погружаться в такие просто выкрики о том, что вы все врете. Вот, но я готов по существу с кем-то обсуждать что-то. Вот, кстати, приходят сообщения, людям не понравился ваш ответ по поводу «я не кормлю троллей». Хотят все-таки более развернутого ответа на этот Очень вопрос. Хорошо. Я развернуто отвечаю на этот вопрос. Просто я вообще никогда не кормлю троллей, потому что они этого не заслуживают. Но мы же говорим... Я развернул ответ. Я могу дальше разворачивать в эту сторону. Нет, я разворачивать буду только в эту. Бан пользователя соцсетей. Разве это нормально? Мы говорим об открытости. О том, может быть, бан это и ненормально, но абсолютно нормально никогда и ни при каких обстоятельствах не кормить троллей, Руслан. Ну, кто, ты хочешь, чтобы я еще 1000 раз повторил выставляет по поводу троллей? Ну, это же пользователи соцсетей. Мы все равны в этом смысле. Итак, рассказываю, что действительно мы все равны. Однако у меня есть мое неотъемлемое право не кормить троллей. Еще 1000 раз повторить? Или пойдем на следующий аккаунт вопрос? Ради Хабирова все-таки. О них речь. Аккаунт Ради Хабирова достаточно хороший и качественный. А есть правило у некоторых людей не кормить никогда. Сами знаете кого? Троллей. Возвращаясь Потому что НТВ — это сурковская пропаганда. Я у него научился. Помните? Ради Хабиров предложил увеличить штрафы, точнее, собираемость штрафов, ну и, в принципе, их размеры в 1000 раз. 37 миллионов рублей. Вот горячо в этом вопросе поддерживаю, честно говоря. Потому что, приехав в Уфу, обалдел от количества грязи на улицах и от многого другого, что почему-то считается нормальным. А почему здесь люди должны за это отвечать? Нас и так обирают, пенсионный возраст повысили и так далее. Нет, вы знаете, на самом деле, как раз-таки вас никто не оберет. И на самом деле гадят в наших подъездах и на улицах, и бьют жен, орут там и так далее, не дают людям спать после 11, вовсе не 100% населения. Мы вот в Красногорске посчитали, это в районе 1% населения делает. Вот. И когда этот 1% нужно кто-то заставляет за это платить, вы знаете, остальные 99 просто аплодируют. И вы это увидите здесь. Потому что на самом деле вот эти прекрасные люди, которые ставят свою колымагу на газон возле дома, они заслуживают того, чтобы заплатить 5000 рублей. Вот просто заслуживают, и все. И вот хоть сколько меня уговариваете, что вот, у нас же демократия, вот, а как же так? У них же такая тяжелая жизнь. Тяжелая жизнь, зачем ты делаешь еще более тяжелой для всех остальных? Скажи, пожалуйста. Люди хотят ходить по улицам, где нет грязи по колено. Например. Здесь нельзя не согласиться, абсолютно, да. Ну, как это можно реализовать? Стоит машина и стоит. Это надо, чтобы комиссия стояла, ждала водителя, пока он придет. Насколько это реализуемо? Вот в Красногорске также говорили, там был целый полуостров, назывался Павшинская пойма, где было принято вот говорить так, а как же вот это реализуешь? Машина стоит и стоит, а как же мы это сделаем? А элементарно, да. Хабиров дал команду поставить просто на каждом бордюре столбики, и они поставили их. А знаете, что случилось со столбиками через 2 дня? Их все поломали и поставили свои колымаги на на газон. Снова. Так. Вот. А что сделал Хабиров? А он поставил просто обратно столбики. И так он ставил столбики до тех пор, пока их не перестали ломать. А когда начали ломать столбики, и он начал ловить еще и за слом столбиков, вот тогда перестали ломать столбики, собственно. Здесь будет так же. Слушайте, мы должны все привыкнуть к тому, что... И когда говорят, что в этой несчастной пойме, они же вот вынуждены ставить на газоны, потому что негде ставить. А оказалось, что есть где. А знаете почему? Потому что там стояли 7000-тысячные паркинги рядом. Вот их было реально много. Но ему не хотелось пройти 100 метров до своего дома. Он хотел ставить на газон. И у нас все прекрасно поставят. И все пройдут 100 метров. Ничего с ними не случится, не переломится. Зато города станут чистыми. И это будет вот через год-два, увидите. Сложно, конечно, представить. А какие ресурсы для этого нужно потратить? Сколько денег вложить для начала, чтобы это реализовать? Самое интересное, что нисколько.
а еще и заработать на это республике нужно. То есть за счет тех же ресурсов, которые За счет были? тех людей волшебных, которые ставят свои газоны, свои машины на газоны, вот это все и будет реализовано. Но ведь речь не только о машинах на газонах, а вообще, в принципе, о нарушителях. Там, я не знаю, кто не там собак выгуливает, о соседях, которые шумят. Смотрите, вот возникает административная комиссия. Административная комиссия финансируется за счет штрафов. А этой деятельности хватает, вот этих штрафов хватает на все, чтобы, значит, организовать эту работу. То есть, если вы пересчитаете через годик, сколько заплатили штрафов за неправильную парковку, за крики по ночам, за там, ну, вот эти все волшебные дела, которые попадают под административный кодекс, то вы увидите многократное превышение доходов над расходами. Поэтому здесь нам просто надо один раз все привести в порядок и просто друг с другом договориться. Точнее, даже не друг с другом, а нам, 99% нормальных людей, договориться с тем идиотом, который выбрасывает свой мусор, просто выходя из дома, потому что вот ему так проще. Вот просто мы ему говорим, 99% этому одному, ты больше так не будешь делать. Ты попытаешься пару раз, но после того, как ты заплатишь за это много денег, ты прекратишь этим заниматься. Поэтому здесь, ну, давайте, как кто-то на Фейсбуке написал, ах, а я был о Хабирове такого хорошего мнения. У тебя есть твое право на вышвыривание мусора рядом с подъездом, старичок, вот ты не прав. Угу. Просто все-таки сложно представить, что можно 37 миллиардов рублей собрать вот за счет вот этих вот вещей. Штрафов. Порядок навести — это одна сторона медали. Вроде как вопросов не вызывает. Но деньги, 37 миллиардов, треть бюджета республики. Нет, ну, знаете, мы же часто говорим, что давайте в 100 раз увеличим, или давайте это там, да, я там в 100 раз лучше сделаю. Но я думаю, что все-таки это такого разряда. Ну, Сидякин пытался возразить, может быть, не в 1000, нет, в 1000 было сказано на оперативке. Ну, у меня очень плохо с математикой, я сейчас не готов этот разговор поддержать, поэтому... Ну, смысл-то ведь понятен, да, должно быть сильно все это улучшено и увеличено. Ну, все-таки немного о математике еще. Кстати, вот он добился это результат того, что, видите, все это начали обсуждать. И каждый теперь узнал, что за то, что как бы поставишь машину на газоне, прилетит. Вот же здорово. Ну, 45% наших радиослушателей проголосовали за, кстати. Почти половина. 45? Да. А что, 55 против? Да. Ну, это ужас, на самом деле, и это очень плохо. Либо люди не разобрались просто в предмете, либо у нас не 1%, а 55% тех, кто считают, что их право гадить священно, но это очень плохо. Ну, наше двухминутное голосование не претендует на особую репрезентативность, но как бы ни было, такие результаты. Немного еще математики и мусорной реформы. 35 и 70 рублей Ради Хабиров, да, не раз повторил, и более того, повторил о том, что он повторил. Не приведет ли вот это вот директивное установление низких цен к кризису в отрасли? Потому что, опять же, в нашем же эфире, да, люди, кто с мусором связан, говорят, что это очень мало, и что в результате мы добьемся того, что это все сломается. Ну, вы знаете, бьюсь об заклад, что ничего не сломается, что прекрасно они все будут вывозить, но просто, скорее всего, они заработают меньше, чем планировали. Поэтому здесь, вы знаете, когда просто, собственно, я примерно видел, как это решение вызревает, это было недалеко не одно и не два совещания, встречи всевозможные, в том числе и с рекоператорами, и Хабиров сидел с калькулятором, считал, что подождите, вот вы собираете вот столько, вот у вас одна машина, поездка стоит столько, а почему вот здесь вот вы хотите так? То есть у него это все вполне себе сбалансированное решение, и в какой-то момент он отсек эту линию, сказал, что нет, вот мы сделаем вот так, и все равно ничего не случится, все равно вы будете вывозить, но они вывозят, и поверьте мне, и дальше будут вывозить. Вот другое дело, что да, наверное, ситуация в стране тоже будет меняться, будет инфляция когда-то там, соответственно, съедать эти деньги, и без того действительно одни из самых низких в стране, и все равно когда-то надо будет на это реагировать, но сейчас мусор вывозится, и более того, нам ведь надо не просто его вывести, надо еще и вычистить то, что сейчас валяется в диком количестве по всем оврагам. И вот это тоже, в общем-то, огромная часть работы. И здесь еще и надо понимать, что мощностей-то не хватает, и свалок, и перерабатывающих заводов. И вот мне поручено пропагандировать раздельный сбор мусора. У нас с этим тоже огромная проблема. В первую очередь в том, что у нас люди не хотят ничего разделять, не хотят вот тоже как бы обладать священным правом, скинуть все в одну кучу, и пусть это все гниет вместе с батарейками, которые там загрязняют. Просто пропаганда этого поможет? Может быть, какие-то стимулы нужны материальные в том числе? Стимулы материальные, да, наверное, нужны в том числе. И, конечно, это большой комплекс мероприятий. Здесь, к сожалению, одним Башинформом не справишься, но будем стараться.
Угу. Еще немного политики. Вот некоторые наши гости и спикеры, в общем, в один голос называют, что Ради Хабиров это все-таки не политик, а чиновник. Да, вот возвращаясь к тому, что он отвечает. И даже, кстати, он даже в одном из своих выступлений сказал, что не хочу краснеть перед президентом. Да? То есть не перед жителями, а перед президентом Путиным. И вот ему вменяют именно вот эту вот позицию, что он ставленник Путина, что он отвечает именно перед ним, а не перед людьми. Знаете, если бы он был ставленником только одного человека, он бы не открыл себя со всех сторон для 4 миллионов людей и не сказал всем 4 миллионам, пожалуйста, выскажите свое мнение. А он это делает 100 раз в день, и, в общем-то, наверное, никто не посмеет сказать, что это не так, потому что действительно он пользуется вот огромным, гигантским потоком информации от этого самого 100% жалуются, что вот группа для бизнеса, да, существует в Фейсбуке, да, там тоже довольно большое количество людей. Я вам отвечу про группу для бизнеса. Проанализированы все обращения всех людей, которые там были. К сожалению, там очень и очень часто, опять-таки, в процентах 90 случаев люди говорят о том, что они бизнесмены, но они не бизнесмены. Это просто как бы люди, которые говорят о том, что вот дайте нам то, дайте нам это, а мы создадим бизнес. То есть пишет человек, я вот хочу сделать стартап. Говорят, классно, а в каком виде бизнеса вы работаете? Я вот пока еще ни в каком не работаю, и 9 из 10 так. А хорошо, а есть там конкретные примеры позитивные, что реальный бизнесмен там... Не надо тратить время на людей, которые сидят и мечтают о том, как они станут бизнесменами. А те из них, кто там реальные бизнесмены, они тоже присутствуют, там 1 из 10, всем им позвонили, их всех пригласили на соответствующие мероприятия, на инвест-часе кое-кто из них уже был, на встречах с предпринимателями кое-кто из них уже был. Поэтому да, там будет производиться отсев и отбор людей, которые занимаются реальным делом, потому что Хабиров не имеет, к сожалению, морального права тратить свое время на тех, кто выдает себя за тех, кем не является. Поэтому, ну да, вот это вот, наверное, грустный немножко факт, но что тут сделаешь, это именно так. Угу. Ну и вот вопрос примерно на эту тему, правда такой конкретный. Секунду, Альберт спрашивает, а какую должность занимает Елена Прочаковская и чем именно она занимается в Башинформе? Елена Прочаковская, замдиректора Башинформы, как раз по организации работы с обращениями граждан, вот с тем самым 490-тысячным на эту минуту потоком, который у нас есть, и делает она это хорошо. Не понимаю, 490-тысячный поток — это что? 490 тысяч инцидентов потенциальных отработано за эти 4 месяца. И этим занимается организация этой работы именно Елена Анатольевна. И, честно говоря, вот готов поспорить на много денег, что нет ни одного другого человека у нас в республике, который обладал бы опытом и компетенцией и умением разрулить вот этот поток вот так вот с колес с лету, так как это она сделала. В первые же дни, когда вы начали работать, было объявлено, что все чиновники, и уж прежде всего главы муниципалитетов, должны завести аккаунты в соцсетях. На прошлом эфире вы сказали, что все завели. Я потом вышел, проверил, не все на тот момент было. Сейчас точно все завели? Отлично. Значит, я сейчас тебе приведу цифры. Смотри, когда мы... Здесь в эфире же можно признавать, что мы на «ты», да? Конечно. Отлично. Значит, смотри, я привожу тебе цифры. Когда мы приехали в... Единственная как бы нормально подсчитываемая сеть — это ВКонтакте. ВКонтакте было в районе 450 тысяч активных писателей. То есть те, кто сами генерят контент. А на сегодняшний день ВКонтакте уже в районе 1 миллиона активных писателей. Это, собственно, вот этот ответ на вопрос этот и есть. Потому что действительно все главы и многие, пока еще не все, к сожалению, сотрудники министерств и ведомств, ну, руководство, естественно, я имею в виду, рядовые сотрудники имеют право не заводить, хотя, кстати, наверное, тоже это не очень правильно. Отвечаешь же все равно за что-нибудь в министерстве, тоже заведись и покажись на свет Божий. Они, еще раз говорю, 99% из них завели. Некоторые главы пока еще прячутся за какими-то сотрудниками пресс-служб, за какими-то аккаунтами, там Каймакский район, точнее, хотя среди глав уже таких нет, главы уже все. Вот. Это позиция, которая не приветствуется, и все, в принципе, уже успели это понять. Да и даже, на самом деле, все поняли и саму эффективность этой работы уже, и уже особо уговаривать никого не приходится. Поэтому
в общем-то, это все будет и продолжаться. А правда ли, что, скажем так, эффективность работы главы там, муниципального района, например, сельского, меряется количеством жалоб в его аккаунте, там, в том же Инстаграме или аккаунте? Нет, это ерунда, конечно. Просто некоторые так поняли, насколько я вижу. У нас в районе 50 параметров, по которым меряется работа главы. И количество жалоб, даже это же не жалобы, на самом деле. Еще раз, я всем рассказываю, вот много уже раз, 4 месяца, что мы ведь не собираем жалобы, мы наблюдаем за тем, что просто обсуждают люди, что их беспокоит. Так надо это объяснить главам прежде всего, потому что они переживают и просят людей удалять комментарии. Я им много раз уже объяснил, что речь идет действительно о тех ситуациях, когда вот есть живые люди, которые живут и которые общаются друг с другом, общаются в том числе в публичных местах. То есть они хотят, чтобы они общались, чтобы их кто-то услышал. Желательно, чтобы их услышали те, кто принимает какие-то решения. Соответственно, вот таких случаев, когда мы услышали, было 491 тысяча на сегодняшний день. И это не то, как они жаловались, там, вот скажите, чтобы Иван Петрович что-то починил. Они просто говорят вот в паблике, условно, там, в подслушанном в Баймаке, о том, что мне не нравится состояние дороги там, на улице Ленина. Вот, и когда это дело мы увидели и отреагировали, это, собственно, и есть вот этот самый инцидент. То есть количество инцидентов, еще раз при этом, это лишь один из 50 параметров, по которым меряется успешность или неуспешность того или иного чиновника. Угу. Все высказываются. Например, в Сибае требуют чрезвычайной ситуации, эвакуации и компенсации. Всего этого не будет, Хабиров сказал. Тогда толку от Хабирова и наших высказываний. Это вот, радиослушатель, в общем, размышление, реплику такую говорит, что мы говорим, а все равно нас не слушают. Послушайте, но ведь есть параметры, по которым либо вводится, либо не вводится ЧС. ЧС вводится, когда есть какой-то риск для жизни и так далее. А еще раз, Хабиров много раз говорил, он прекрасно понимает, что это дикая и ненормальная ситуация, когда воняет в воздухе так, что не хочется находиться на улице. Вот, естественно, он занимается ликвидацией этого. Но, с другой стороны, давайте правде в глаза посмотрим. И есть статистика Минздрава, согласно которой в Сибае у нас на сегодняшний день парадокс. У нас на сегодняшний день там порог заболеваемости вообще всем чем угодно ниже, чем в среднем по республике. Потому что приехали лучшие врачи из Уфы и всех вылечили. Даже тем, чем они болели, там, независимо от запаха неприятного, который там в воздухе есть. Поэтому, хорошо, но давайте все-таки совсем обманом-то не будем заниматься. Есть статистика, посчитайте еще раз, сами посмотрите. Угу. К выборам готовятся уже? Все-таки? Они не готовятся и не будут готовиться, потому что нет такой необходимости. И Хабиров и в Красногорске ни разу никакую кампанию не вел, и не было ни штаба, ничего. На самом деле, смотрите, кампания любая выбранная для чего нужна? Для того, чтобы вот некий кандидат проинформировал некий электорат о том, что он собирается делать. Слушайте, Хабиров, во-первых, уже почти год как будет что-то делать. Чтобы перейти в категорию политиков из категории чиновников все-таки, чтобы уже не было у него претензий. Никаким чиновникам или политикам зачем мы это говорим? Он вообще я думаю, что неправильно говорить ни то, ни другое слово. Политика — это все-таки, наверное, кто-то, кто сидит там в Кремле и там определяет какую-то политику. Чиновник — это, наверное, какой-то человек, у которого есть свой узкий, ограниченный какой-то сектор ответственности, и он этим занимается. Ради Хабиров — это, по-моему, совсем другая история. Ради Хабиров — это, в первую очередь, пассионарий, человек, у которого есть миссия в жизни, и который искренне этой реализацией занимается. И у него есть миссия на сегодняшний день. Он хочет, чтобы вот это вот большое количество людей, которые в какой-то степени, в той или иной степени от него зависят, чтобы эти люди стали жить в какой-то степени лучше, то есть в той хотя бы, в которой это возможно на сегодняшний день. Понятно, что есть какие-то объективные ограничения, но человек, который, вы знаете, настолько эмоционально переживает за свое дело, и это просто по нему видно. Как у кого-то вообще язык поворачивается, говорит, что он всего лишь чиновник. Всего лишь чиновники, они другие, они выглядят по-другому. Мы все читали с вами Салтыкова. Кстати, возникло ощущение, что он в ручном режиме пытается управлять регионом. А сейчас по-другому не получится. Он сам много раз об этом говорил публично, что ручной режим — это плохо. Но сейчас по-другому не выйдет. Потому что если сейчас он не стал бы вникать в каждый процесс там ниже себя на уровень 2, 3, 5, 10, тогда бы ему вот на этих уровнях... Чиновничий аппарат, он же такой, когда он докладывает какому-то вышестоящему чиновнику, он говорит какие-то вещи, которые довольно сложно опровергнуть, если ты сам не вник. То есть ему бы 1000 раз уже сказали, что это невозможно, Ради Фаридович, потому что вот ситуация такая, вот нормативы, вот СНИПы, вот такая-то ситуация. А Ради Фаридович уже туда залез ручками на совещании. Он уже попытал там какого-нибудь конкретного специалиста, который перед ним сидел. У него на совещаниях сидят не только министры, если вы обратили внимание. Он уже знает, что
А он говорит, секундочку, а вот мне Иван Петров, с которым на совещании я сидел, сказал, что вполне себе, вот если вот так вот сделать, то все это возможно. И тут уже у чиновника уже на следующий раз возникает просто опасение. А сейчас вот он скажет, что невозможно. А Хабиров уже перепроверил в своем ручном управлении, что возможно. Нет, конечно, всегда это не должно так работать. А мэр Сибая, кстати, не уходит в отставку, пока, чтобы дальше впитывать негатив, или он устраивает Радия Хабирова? Об этом надо у Радия Хабирова спросить. Я мэров не назначаю, не снимаю. Я могу сказать в плане информационном, что мэр Сибая вполне себе критику учел. И действительно, то, что он сначала не дорабатывал, он сейчас делает искренне и сполна. И, по-моему, сам поверил в правильность того, что он делает. Потому что он 2 раза в день, подчеркиваю, в день собирает брифинги, где рассказывает, вот уже безо всяких там экивок, что там, где превышение, на какой улице, в сколько раз. И, слушайте, по итогам Радий Фаридович, наверное, свои выводы сделает, хорошо он работал или плохо. Да, конечно, там какие-то действия, наверное, были не самыми удачными, не ошибается тот, кто ничего не делает, но посмотрим, это не мое решение. По-хорошему, ведь это решение депутатов Горсовета даже, и не руководство республики должно быть. Да, вы правы, и поэтому, наверное, советы должны свое слово сказать. Да, собственно, во-первых, самое главное, что свое слово должны сказать жители, которые должны будут оценить, в общем-то, как они смотрят на работу, собственно, мэра города. Потом, конечно, если глава республики свое мнение высказал, то, наверное, и к нему тоже там как-то отнесутся, услышат его, но в первую очередь надо посмотреть, как это все закончится и когда закончится. У нас до конца минута. У нас футбол возобновляется, и в хоккее начинается плей-офф. Что важнее для республики, футбол или хоккей? Провокационный вопрос, конечно. Вы знаете, во-первых, зрелище номер 1 в мире — это футбол, конечно. И при всей нашей любви к хоккею, потому что Салават Юлаев у нас гораздо дольше существует, чем футбольный клуб. Если среднее количество зрителей посмотреть, причем эти-то бедные футбольные фаны сидят, морозят себе все места, а в хоккейные в тепле, некоторые с пивком, там как-то. Конечно, футбол — зрелище номер 1. Но другое дело, что, конечно, для республики нашей хоккей — это отдельная история. Тут есть отдельная большая такая слава, своя отдельная. Поэтому здесь, я думаю, давайте 50 на 50 определим, что они у нас одинаково важны. Спасибо большое. Это был Ростислав Мурзаголов. До свидания.